Последнее произведение Сергея Рахманинова «Сюита. Симфонические танцы» обретает на сцене театра оперы и балета новую жизнь. На музыку композитора поставлен одноименный балет. Премьера уже в пятницу. Постановка непростая. О чем поведают артисты балета, знает Наталья Егорова. Она побывала на репетиции. Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. Такие чувства Сергей Рахманинов испытывал на чужбине в США, куда его занесла судьба в начале 40-х. Америка стала и последним его домом. Здесь он создал свое последнее произведение – «Сюиту. Симфонические танцы». По мнению биографов и исследователей творчества Рахманинова, это автобиографичная история. Надо понимать, конечно, что речь идет не о каких-то бытовых историях из жизни, а об истории его творчества. На создание сюиты потребовались все душевные силы. Рахманинов нашел их в себе, выразил все, что тревожило. Это своеобразный итог пережитого. Духовное искание, вопросы, на которые он всю жизнь искал ответы. Тоска по родине, обеспокоенность за ситуацию в мире. Началась Вторая мировая война. Балет – воплощение в танце того, о чем думал Рахманинов. Художник-постановщик спектакля Александр Горенштейн из Москвы. Он известен в российских и зарубежных театральных кругах нетривиальным подходом к работе. Балет одноактный. В первой части вечера зрителям представят уже знакомое им хореографическое представление кантаты Кармина Бурана. Это философская тоже вещь о судьбе и о жизни любого из нас. Это вещь, на которой не просто нужно смотреть, но и думать. И, собственно говоря, симфонические танцы, они очень близки по теме, потому что это тоже история человека, история судьбы. Оба балета созданы совместно с симфонической академической капеллой под управлением Мариса Яклашкина. Театр приглашает зрителей на вечер одноактных балетов уже в эту пятницу. Наталья Егорова, Владимир Синдеев. Вести Чувашия.